Меня зовут Бакай, мне 19 лет. Сейчас я на втором курсе учусь на программиста. А, Увлекаюсь туризмом, предпринимательством. Сейчас вот работаю в турфирме Fun Travels менеджером. Часто выезжаю, и в целом это то, что мне нравится, да, путешествия. У нас в семье 4, я самый старший. Получается, у меня есть 2 братишки, 1 сестренка, ее зовут Элида. Элида сейчас ходит в школу, у нее много кружков, она очень такой, знаете, творческий человек, любит петь, танцевать, рисовать. И самый младший — это Миран, сейчас он тоже ходит в школу. Как старший сын часто приглядываю за ними, остаюсь дома с ними, либо делаю домашнее задание, гуляю, выходим куда-нибудь. Элида — это девочка с синдромом Дауна, но это ей не мешает быть социальной, не мешает быть такой яркой, жизнерадостной. Она без проблем может подойти к любому человеку, поздороваться. За 5 минут она уже может заставить человека улыбаться. Мне это очень нравится. Она всегда открытая ко всему новому, ко всем другим людям. И, наверное, в этом плане многим нужно у нее поучиться. Она увлекается много чем, начиная от пения, заканчивая рисунками, всяким таким. У нас есть дома пианино, она играет иногда на пианино, рисует что-нибудь, поет, танцует, находит какие-то видео, и у нее всегда есть чем заняться. Мам, пойдем, передача, там мой корабль мой. Корабль. В детстве мы очень большое время уделяли ее развитию, часто водили ее к разным специалистам, делали массаж. Она рано начала ползать, ходить, и это помогло ей быстрее начать изучать мир. Скорее всего, поэтому она сейчас такая активная, умеет разговаривать, умеет читать, писать и любит учиться, да? Вообще, Элида родилась, когда я был в 4 классе, мне было 10 лет. Мне сказали об этом не сразу, мама часто ходила в больницу, я не понимал, с чем это связано, они часто переживали. Когда они мне сказали, я был немножко удивлен. Моя первая реакция — это удивление, и мне стало грустно, что это никак нельзя исправить. Я воспринял это больше как болезнь, и тогда, конечно, до конца не понимал, что это, но мне потом объяснили, что это в целом нормально, что люди такие есть, и есть и хорошие стороны синдрома Дауна. Особенно, в частности, это то, что солнечные люди, дети, очень светлые, всегда добрые, бескорыстные, и мне они этим и нравятся, да? Мне нравится, что Элида родилась такой. И я бы не смог ее представить другой. Я очень рано начал ответственно к этому относиться, я уже почувствовал роль старшего брата, и лично у меня не было с этим проблем. Я думаю, возможно, у Азиза были с этим проблемы, он долгое время был самым младшим ребенком в семье, все внимание приходилось на него, но как только родилась сестренка, он лишился этого внимания, и ему было чуть тяжелее с этим свыкнуться. Но постепенно он тоже смог понять, что значит быть старшим. Получилось, что изначально я к этому всему относился спокойно. Миран и Азиз, я думаю, действительно нуждались во внимании. Возможно, поэтому сейчас Миран очень сильно старается попасть в кадр. У него какая-то, знаете, соперничество с Элидой. Ее часто снимают, и он тоже хочет быть активным, хочет, чтобы его замечали, чтобы его видели. Миран, несмотря на то, что он младший в семье, он ведет себя как старший брат Элиды. Он часто с ней ходит, гуляет, присматривает за ней, чтобы она никуда не ушла далеко, да? Мы с ней играем конструкторы. Смотрю за ней на улице. Я хочу домой сразу идти, но приходится ждать. Я жду. Молодец. Низ. Вот сюда. Поставь. Вот. Первое время я не стремился об этом рассказать. Я боялся того, как это воспримут. Я не знал, как это воспримут. Но сейчас я понимаю, что в этом нет проблем. Сейчас я не боюсь об этом говорить, сейчас я этого не стесняюсь. И если кому-то это не понравится, то, скорее всего, это не те люди рядом со мной. К счастью, мои друзья все воспринимали без лишних проблем.
У них даже не было лишних вопросов, они просто узнали, они такие, ну, хорошо. Я боялся этого, но этого не произошло. Никто не относился с сожалением, или никто не перестал после этого со мной общаться.